Тот театр мы начинали, будучи 20 человек нас было. Актеров 20 человек. Естественно, смена поколений должно быть. Это все должно происходить медленнее, но у нас получилось так, радикально так все, серпом, как говорится. Это грубо будет сказано, но так произошло, не по нашей воле. Я, Меметов Сейтабла Мустафаевич, родился в 1960 году. В этом году мне исполнилось 60 лет. Я актер в прошлом Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра, ныне актер театра, народного театра «Алтын-Бишик». Мои родители, они, естественно, родом из Крыма. Отец мой уроженец города Бахчисарая, буквально недалеко от Ханского дворца. Там их дом такой небольшой, двухэтажный, по сей день сохранился. Мама моя, ее корни керменчикские, Сабит Карбаман керменчикский, бабушка, мамина мама Шание Бита, она ялубойская. А мать моя родилась в Буйконларе, так как Сабит Карбаба у меня был учителем, его направляет работать в школу, и вот тем самым, таким образом они попадают в Буйконлар. Вот моя мама там родилась. Жена Тамила Февзиевна, она у меня работает в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре главным администратором. А дочка моя, Меметова Эмилия Сейтаблаевна, она у меня работает в бывшем украинском театре. Сейчас, в данный момент, этот театр Крымский академический музыкально-драматический театр, государственный театр. Да. Она там уже где-то 6-7 лет работает. Она закончила мне здесь, в Симферополе, музучилище, класс вокала классического. И впоследствии закончила Киевскую консерваторию, затем магистратуру, затем ассистентуру. И вот вернулась на родину, в Крым, и здесь продолжает свою деятельность. Дочка моя любит свое дело. Наблюдая это, мне это очень нравится. И я, можно сказать, где-то в этом плане добился своего. Ну а сейчас дочка, в данный момент она как бы в декрете. И надеюсь в скором будущем стать дедушкой. Да, ехал как-то вот на бум. Вот. Да, родина, Ветан, нужно приехать, нужно двигаться, нужно что-то делать, нужно самоутвердиться на родине, нужно. И вот тем самым вот это сомнение, нужно было убирать это сомнение и сказать себе: да, я вернулся на свою родину, да, я буду работать на своей родине, да, буду работать во благо своего народа, да, буду доказывать, что мы, крымско-татарский народ, не быдло. Вот у меня было такое желание доказать всем, что мы не быдло, что мы не предатели, что мы такие же люди, как все. Через 2 недели меня вызывает Илья Тимирович и говорит: так и так. Ты что, по-татарски поругав меня, не буду сейчас озвучивать, как это было, вот давай, говорит, хорошо, я соберу комиссию, подготовь программу, и мы будем смотреть тебя. Ну, вот так, в общем, подготовил, опять-таки, там, что-то прочитал, что-то спел, что-то станцевал, басня, проза, там, сказка. И вот таким образом они говорят: выходи, мы посовещаемся. Я вышел, посовещались, заводят, опять зовут. Хорошо, мы тебя берем как бы авансом, да, наперед, что будешь заниматься над собой и так далее. Я говорю: конечно. Какие разговоры? Конечно, буду
заниматься. Но вот 30 лет мы занимались над собой и к чему-то где-то как-то пришли. Естественно, когда мы а, первый год работы в театре, это же было что-то. Я помню, ныне покойный Владимир Андреевич Аносов, когда увидел нас, как мы работаем в спектакле над Арзахас, он говорит: «Мама родная, вырыди меня обратно дегенеда». Мы действительно тогда не ходить не могли, не петь толком не могли. Ну, я лично о себе говорю. У нас очень талантливых людей, конечно, брали. Кто-то танцевать мог, кто-то петь мог, кто-то что-то говорить мог. А в целом это было содружество людей, которые готовы чему-то учиться. Мы были готовы учиться. Мы были готовы учиться, потому что профессиональных актеров не было. Крымских татар в то время в театральные вузы не брали. Единственное исключение вот наш Белял Шевкетович и Ренат Ибазирович. Каким-то образом они поступили в то время. Каким образом, остается большой тайной. Да. И вот, впоследствии эти люди возглавили наш театр. А мы, будучи где-то как-то поцелованным Богом, да, у каждого там какие-то свои приоритеты были, и как пытались развивать в себе эти данные, и в какой-то степени развили, кто как мог, в общем. Я оперным певцом оперы не учился, как полагается, в консерватории не заканчивал, а вот внутреннее какое-то вот такое желание, какой-то вот крик души, что ли, как-то шел. Вот я должен был вот этот комок, который сидит у меня внутри, выплеснуть. Мы, когда уходили из театра, мы ни с кем не ругались, мы просто написали заявление и ушли. Я даже музыкантам сказал: «Баллар или Алусын». Потому что с этим коллективом мы прошли почти 30 лет с оркестром. Вместе росли, вместе какие-то были удачи, какие-то неудачи. И в общем-то, всегда находили общий язык в конечном итоге. А по большому счету я скажу так, что театр, вернее, век труппы театра где-то 25 лет. Это не мной было сказано. Поэтому мы уже, работая в театре, уже 30-й год шел, да, до того нашего ухода. И поэтому я согласен, что труппа должна меняться и так плавно. Должны переходить, перениматься традиции театра. Должно быть какое-то почтительное уважение младшего поколения к старшему поколению. Отношения должны быть такие. Молодые должны перенимать у старшего поколения тот опыт наработанный, который есть, который наработали люди. А у нас же так получилось, что все так кардинально, резко так изменилось. Но здесь даже не вина тех людей, которые там остались, которые, в общем, приняли эти должности, которые им предложили. Не вина этих людей, просто вышестоящие органы, они долго работали наверняка над этим. Есть такое понятие «разделяй и властвуй». Да? Вот разделили и властвует. Вот, поэтому, я думаю, что Аллах есть, Аллах баранда, ТПД. Он все видит, и все расставит на свои места, даст Бог. Насчет того, что в театр приходит там ползала, это уже, скажу, вопрос режиссерам, которые ставят
спектакли, на которые люди приходят по ползала. Нужно задавать вопросы режиссерам. Почему так происходит? И почему, если раньше были аншлаги, сейчас по ползала? Ну, отсюда нужно делать вывод. Так мы уже радуем, мне кажется. Вот на 18 мая «Реквием» вышел, а на 26 июня тоже программу сделали. Сейчас готовим в Амди Герайбаеву его как бы по его произведению «Хиджрет» спектакль. Это дипломная работа нашей Фатмы Асановой. Она закончила режиссерский факультет в Москве. Если вы хотите узнать, когда театр зафункционирует и будут ли здесь зрители, и будем ли мы непосредственно работать на зрителя, то это, я думаю, может быть, будет где-то через, может быть, полгода. Потому что зал практически готов. Вот вы видите здесь и свет есть, и кресло есть, и все. Готовят фойе. Второй этаж будет технический, там операторская. Третий этаж будет, даст Бог, балетка там будет. И вот когда все вот это сложится, в эти пазлы сойдутся, тогда мы полностью будем готовы принимать зрителей. Это от родителей, от дедушки, бабушки, с бабушкой, и от моего отца, и мать, и матери. Ну, у нас какая-то, как обыкновенная, в общем-то, традиционная крымско-татарская семья, да, где вот в каждой семье у нас есть обязательно какой-то такой уникальный человечек, который поет, который играет на инструментах. И вот наша семья тоже была не исключением. Мой отец, будучи здесь, в Крыму, во время депортации, он практически, только скрипку свою забрал. Он был самоучкой скрипачом. И уже будучи в Узбекистане, они собрались, как бы музыканты друг друга находят, и, собравшись там в Узбекистане, начали играть свадьбы и так далее. Это и кусок хлеба было в то время, да? И они были носителями того багажа, который они отсюда вынесли из Крыма. Мой отец знал много крымских татарских песен, именно старых фольклорных наших песен. Но вот беда в том, что, к великому сожалению, он очень рано ушел. Он был 26-го года рождения, а умер в 68-м году. Ему было 42-й год ему шел. А мне было 7 лет. И я вот не успел как бы впитать весь его багаж, которым он обладал. А я лишь зацепил какие-то кусочки вот этого всего. Мать, будучи молодой женщиной, мы как бы у нее с сестренкой, мы двойняшки у них были первые. И мать, будучи молодой, она очень не ревновала отца и не отпускала его на свадьбу. Частенько бывало так. Отец убегал практически на свадьбу. И в один прекрасный момент она сказала: так, не поедешь на свадьбу, или я поеду вместе с детьми. Отец берет меня, сажает на колени. Я не знаю, как он умудрялся. Я сижу, он еще в руках скрипку держит, еще поет. И еще у него даул был, рядом даул, он еще и временами даул бил. И вот этот его голос, да, вот он у меня вот как по сей день я вот слышу голос отца. Вот он, у него уникальный голос был. Я по сей день я люблю Рашида Бейбатова, это мой кумир, после отца, естественно. Вот у отца был вот некий такой лирический тенор.
Он очень высоко пел. 4 песни, кажется, около 4 или 5 песен в исполнении отца записаны. Вот по сей день они у меня есть. Я с бобинки перекинул их на цифровой носитель, и вот сейчас они у меня как бы сохранились. Я всю жизнь вот периодически, в детстве, потому что когда сам магнитофон приобрел, я включал и слушал отца. Вот это какое-то было, у меня какое-то такое таинство, общение с ним было. Как-то это не передать словами. Я постоянно заходил в книжные магазины, где у нас там виниловые диски продавали, и частенько всегда смотрел, есть ли там что-нибудь крымско-татарское, и вот находил у Рептикерменчика, там Февзалиева диски, в общих сборниках Сабри Апте была Эдди Топчина, запись Лера, потом Сакинен Албандова, тоже несколько записей было. Османа Асанова. Это все было, мы все это слушали. И помню, не знаю, ты помнишь, нет? Нилюфера диск вышел, турецкая певица. Это тоже было какое-то событие в Узбекистане. Естественно, ходили на концерты нашего прекрасного ансамбля «Хайтарма», которые приезжали к нам. Практически «Хайтарма» ездила по всему Узбекистану. Естественно, когда к нам приезжали в Ленинск, Андижанской области, город Ленинск, а сейчас ныне Асака называется. Там для каждого населенного пункта, куда приезжает «Хайтарма», это был праздник, это было нечто. Мы смотрели на них как на какие-то божества приехали. Я помню, со сцены Сабри Апте помню, Аблямид Умерова помню, нашего Энвер-ага Белялова помню, такого усатого, такого мачо. Он на кларнете играл, саксофон, помню, у него постоянно стоял сбоку. И вот он мне звонит, Шарамко звонит как-то ночью мне, звонит из Пекина: «Сеня». Они меня Сеней называли, все это немножко было сложновато для них. «Пожалуйста, давай приезжай в Китай, здесь тенора нужны, луженые глотки и так далее». Вот таким образом я поехал, прослушался в Киев, там консул китайский, Цзинь такой был. Я у него прослушался, он говорит: сейчас я видео отправлю в Пекин, послушают, и вам результат. Я говорю: хорошо. Сижу где-то полчаса, где-то там кофе, чай пью. А он, оказывается, отправляет видео в Пекин, там посмотрели, все, говорит, мы его берем. Он говорит: все, сетапла, вы, пожалуйста, приезжайте, говорит, через неделю мы все, билет вам покупаем, вы летите. Когда в аэропорту в Киеве сижу, думаю: Аллам ярабам, кайда кетем, куда я еду, зачем я еду? Это же как раз подготовка к Олимпиаде была. И вот попадаю в этот суматошный момент. Да. Я, конечно, ожидал увидеть совсем другое. Увидел Пекин – это мегаполис. Это же что-то с чем-то. Я всем говорю: ребята, есть возможность, начинайте путешествовать, начинайте смотреть мир, пытайтесь увидеть мир, замыкаться в этом своем, в этом своем мирке, не стоит это, не стоит. Нужно и работу свою делать, нужно уметь отдыхать, нужно уметь видеть мир. Не по телевизору, не по этому экранчику, где клуб кинопутешествий. Да, раньше мы так смотрели, да, на мир. А ездить, смотреть, щупать. Это очень важно. Для чего человек приходит в театр? Для чего человек начинает петь? Для чего человек начинает читать стихи? Для чего человек пишет, скажем, рассказы, повести, романы? Для чего человек пишет картины? Для чего? Это ведь
самовыражение, способ самовыражения. Каждый человек, каждый творческий человек, он пытается как-то самовыразиться. Вот это и есть мое желание самовыразиться, наверное. Вот, петь – это не петь для того, чтобы просто петь, а петь для того, чтобы самовыразиться, наверное, так. И у каждого творческого человека это, наверное, так происходит, правильно? О, dolci bacio languide carezze mentre fremmente che bella forma di cielo dai, dai, воздуха не хватило. Ну, вот так. Оперная певица Терри Канава. Вот она мне очень нравится, как она пела. Хотел бы дойти до такого уровня вокального исполнения, чтобы когда-нибудь можно было бы спеть с этими, с такими величинами, как Доминго, Паваротти, Каррерас. Сабрия Раджепова. Это, безусловно, первое. Что мне в голову приходит первое, это Сабрия Апте. Это глыба наша. Это вот мы, будучи в Узбекистане, я не знаю, с этим голосом ассоциировался Крым, возвращение в Крым. Это вот мелодика души крымского татарина. Мелодика вот эта, я даже не знаю, Эди Апте Топче, потом Сакине Налбандова, Февзи Белялов, Рустем Меметов, Зарема Ханум. Наш конференц Аблами Тумеров, это же вообще был уникальный человек. Это же был уникум. Я, когда видел его со сцены, вернее, на сцене, да, будучи зрителем, я просто умилялся обаянию этого человека, остроумию этого человека, будучи подростком, тембру Февзи Белялова, рахметли, как он пел. Рустем Ага, мелодики песен Рустем Ага, его обаяние. А Гулизар Апте, его супруга прекрасная, как она поет. Джемиль Кариков, это тоже, я вообще считаю, за последнее время это глыба тоже нашего народа. Он очень много сделал за последние годы. Практически около 10 сборников, более 10 сборников выпустил. Создал ансамбль «Макам», с помощью которого он записал массу песен, возродил, вспомнил старые забытые песни. Это все записалось, это все пошло в фонд нашего народа. Ильяс Тимирович Бахшиш, Эдем Налбандов. Это же тоже люди, которые, будучи еще в Узбекистане, они уже там это все как бы записывалось, эти все виниловые диски, это вот это весь песенный материал, на котором мы практически выросли, на котором зиждилась наша культура. Мы очень, я скажу, довольно-таки умная, красивая, интеллектуальная нация, которая за те годы, которые мы прожили в Узбекистане, каждый родитель, я вот помню на себе, на примере своей семьи, пытались дать образование своим детям. Будь то среднеспециальное, среднетехническое образование, будь то высшее образование, всегда все призывали детей своих учиться, дабы
скинуть эти ярлыки, которые на нас навешали. В каждой крымско-татарской семье кто-то играл, кто-то обязательно ходил в музыкальную школу, правильно? Кто-то обязательно играл на каких-то инструментах, кто-то пел, кто-то танцевал. Это было вот это в генетике нашего народа. И, ну, естественно, будешь хорошим музыкантом, будешь свадьбы играть, будешь хорошие деньги зарабатывать, да. Это не кирпичи таскать, не бетон там мешать, да. Ну, вот так мыслили, да. А кирпичи таскать, бетон мешать – это тоже неотъемлемая часть нашего народа. У нас половина музыканты, половина строители, правильно же? Действительно, мы все дети, да, своих родителей должны ценить, уважать, любить их. Не всегда получается вовремя приехать, не всегда получается вовремя позвонить, но это, да, это наше упущение. И это так не должно быть, я считаю. Ведь у нас никогда там в Узбекистане, скажем, ну, не было домов престарелых, да? А здесь они появились почему-то. Вот это потребительское отношение к родителям, вот это все есть. Мы росли, будучи детьми, с бабушкой, дедушкой, и поэтому, вот, слыша татарскую речь от своих бабушек, дедушек, мы впитали вот это с самого раннего детства. И поэтому я считаю, что мы сегодня, живя в Крыму, должны каждый день работать над своим языком, разговаривать на своем родном языке со своими детьми, внуками, чтобы они впоследствии действительно знали, как бы вот с самых ранних лет свое существование, свой родной язык впитывали. Вот тогда мы, наверное, будем знать свой язык. Мы народ. В нашем народе 37 или 38 этносов, да? И вот я бы хотел призвать нашу молодежь. Мы обязаны гордиться своим народом. На нас понавешали вот эти ярлыки там предатели и так далее. Многие в свое время даже стеснялись говорить, что они крымские татары, не то, что там говорить на языке родном. Поэтому нам нужно освобождаться от этих ярлыков, от этих страхов. Мы крымские татары. И я горжусь, что я крымский татарин. Я ничем не хуже ни славянина, ни иудея, ни других народов. Не умаляя никакие народы, каждый народ имеет право существовать, жить на этой бренной земле. Дорожите своими близкими, родными, которые привели нас в Крым, заслуга которых того, что мы сейчас находимся здесь, на родной земле. Надо помнить всех поименно. Надо помнить тех, кто жизнь отдал за то, чтобы мы приехали сюда, чтобы мы вернулись на свою землю. Идея есть, конечно, наша государственность, воссоздание нашей государственности. Мы государствообразующая нация. Мы были таковыми. Вот наша национальная идея, я считаю. И, опять-таки, возвращаясь, сохранение языка. Какой-то некий стопор происходит. Это временное явление, я уверен. Это временное явление, потому что вот те, кто хочет, чтобы было у нас плохо, они нас делят на хороших крымских татар и на плохих. Вот делят, искусственно делят, чтобы мы грызлись, чтобы мы друг друга ненавидели, чтобы мы делали плохо друг другу. Когда нас всего-то здесь раз-два и обчелся. Когда мы должны за каждого нашего
как сказать, соотечественника глотки рвать, я не знаю. За каждого должны бороться, за каждую душу, за каждого индивиду нашего народа. Я хочу сказать тем, кто хочет нас разделить по обе стороны, там, хорошие, плохие, там, украинские татары, российские татары, ничего у вас не получится. Мы, крымские татары, единый народ, мы любим друг друга, мы будем кремнем стоять на своей земле. Мы объединимся, мы будем дружными, мы будем крепкими, мы будем землю грызть, чтобы на нашей земле был мир, и на нашей земле, чтобы было все хорошо. Оно так и будет, уверяю вас. Больше у меня нечего сказать.